Для обеспечения безопасного дорожного движения в столице работают 25 светофорных комплексов. Почти все они установлены в середине 2000-х и уже исчерпали свой ресурс. Контроллеры устаревшего образца не позволяют устанавливать новые программы, и в целом пришло время поэтапной замены светофоров. Начинаем с улицы Леона. До Нового года у нас будут заменены 3 светофорных объекта по улице Леона. До 1 сентября это Леона-Ардзенба, потом, значит, следующий у нас участок Леона-Лакоба, и потом следом за ним Леона-Гулия. Улица Эшба с улицы Гумистинской на следующий год тоже мы уже запланировано в 2026 году как минимум 5 светофорных объектов в городе поменять, перевести их на новые модернизированные светофорные объекты, которые можно управлять с кабинета. Светофоры остаются самым эффективным средством снижения количества аварий в городской черте. Так, крайне аварийными участками долгое время были перекрестки улиц Воронова и Ардзенба и улицы Джонуа с проспектом Аяйра. После установки светофоров на этих перекрестках ситуация изменилась кардинальным образом. Первым этапом мы поставили, значит, ограничение односторонним движением, установили знак. Параллельно мы заказали, значит, оборудование и установили светофор на данном перекрестке. И с того момента, как мы установили там светофор, ни одной аварии на данном перекрестке не было. Потом уже жители этой улицы, этого периметра и горожане, очень много писем приходило и в мэрию, и ко мне. Попросили, чтобы знак мы сняли, и одностороннее движение, как и раньше было двухсторонним движением, мы фактически пошли по этому пути и открыли это движение. У нас был очень аварийный участок проблемный, это пересечение улиц проспекта Яйра и Джонуа. Тоже очень много аварий было на день, на неделю, в месяц. И с того дня, как мы там установили светофорный объект, на самом деле, вот как бабка нашептала, говорится, ни одной аварии после этого там нету. Наиболее аварийными сегодня Тимур Абгач называет 2 перекрестка по улице Аршба. Один с улицей Гулия и кварталом ниже с улицей Ардзенба. Какие меры там будут приняты, пока вопрос открытый, но приняты они будут в течение этого года или в начале следующего. Сегодня у нас еще один больной перекресток, это улица Гулия и улица генерала Аршба, бывшая Сахарова. Там тоже частенько бывают аварии, тоже у нас сейчас схема на утверждение. Тоже мы там имеем какое-то представление по решению этого вопроса. И в ближайшее время буквально мы этот вопрос тоже будем реализовывать и решать. Далее, значит, у нас перекресток улица Владислава Ардзенба и генерала Аршба перекресток. Тоже у нас получается 3 полосы идут в направлении по Ардзенба, потом правое расширение, потом опять идет на сужение. На этом перекрестке тоже у нас есть проект, как его реализовать. То есть у нас пока стоит вопрос об установке либо светофорного объекта там, либо большого лежачего полицейского. 2 вызывных светофора для пешеходов, иначе говоря, светофоры с кнопкой, уже приобретены и будут в ближайшее время установлены. Локации пока обсуждаются. Такое светофорное оборудование, оно удобно работать для пешеходов там, где одностороннее движение. У нас на рынке улица перекресток Ардзенба и Шамиля. Придет большой поток людей, пешеходов. Соответственно, все машины, которые стоят и пропускают пешеходов, у нас же водители, кто-то по правилам идет, кто-то просто не видит пешехода. Если у нас там будет стоять такой светофор, соответственно, это облегчит движению, потому что уже пешеход будет организованно переходить дорогу. И еще у нас, помимо рынка, на 14-й школе на турбазе, постоянно у нас светофор работает, смысла нет. У нас там школа, у нас там движение, в принципе, без перекрестка, светофор работает без перекрестка. И планируем там тоже установить один из таких светофоров. Одной из наиболее перегруженных в Сухуми является улица Эшба, переходящая после ЖД вокзала в улицу Дзидзария. В пиковые часы пробка начинается у республиканской больницы и заканчивается у медицинского колледжа. Чтобы разгрузить этот участок, рассматривается возможность открытия старой дороги, соединяющей новый район и старый поселок. У нас есть дорога, уже заброшенная давным-давно эта дорога, она связывает старый поселок, как сегодня в народе называется, вообще-то железнодорожный поселок, и новый район. Дорога в упадшем состоянии,
Планируется, конечно же, эта дорога восстановиться. Мы в 2026 году уже рассматриваем варианты, как ее восстановить. Требует больших финансовых вложений, но она крайне необходима, потому что все жители нового района и железнодорожного района, так называемого старого поселка, которые хотят выехать и поехать в старый поселок оттуда или отсюда в новый район, они, естественно, вынуждены выехать на республиканскую дорогу на улице Ежба, попасть в этот затор, поехать туда, когда они могут безболезненно воспользоваться той дорогой, которую мы планируем, да, мы ее рассматриваем, мы ее планируем на 2026 год. Серьезные меры будут приняты, чтобы снять транспортное напряжение в районе республиканской больницы. Перенос въезда в больницу с улицы Эшба на улицу Героев-Пограничников немного облегчил ситуацию, но все же движение транспорта здесь остается затрудненным, а с завершением строительства детской больницы нагрузка на этот участок возрастет в разы. Мы там проводили неоднократно. Очень много, значит, выезжали туда неоднократно и сотрудниками ГАИ, и сами анализировали вообще весь процесс, который сегодня сопутствует тому, что были такие большие пробки. Значит, причина ясна, все очень просто, и все это будет решено в короткое время. Все те наши проекты, которые сегодня намечены, чтобы более, значит, ближе было к той теме, которую вы сегодня хотите услышать, и чтобы мы более вам раскрыли, я могу вам это сказать уже после того, как будет принят бюджет 2026 года. Наши горожане буквально в первое полугодие 2026 года они увидят огромные изменения именно на улице Эшба, на улице Дзидзария. Все вышеперечисленные изменения уже реализованы или планируются к реализации за счет собственных средств городского бюджета. Но и сами жители Сухума и представители бизнеса не остаются в стороне и оказывают посильную помощь городу. Могут скинуться на шлагбаум или лежачие полицейские, купить материал для точечного ремонта дороги или, как на улицах Гулия и Пушкина, профинансировать благоустройство и озеленение тротуарных зон. В этом году очень много работ уже сделано тех, которые были не запланированы, которые вне бюджета теми или иными силами, значит, горожанами нашими. Все те, которые болеют за город, принимали участие в реализации тех или иных проектов, которые реализуются на сегодняшний день в нашем городе. Учитывая, что в бюджете нету тех средств уже на сегодняшний день, чтобы реализовать тот или иной проект. Вот у нас сегодня буквально вот мы заканчиваем уже завтра, послезавтра ребята сдают. На вокзале тоже на выезде с улицы Бегуа, на Цезаря видели развязку, тоже сделали. Тоже приняли, значит, там участие непосредственное, спонсорское. И таких проектов немало в городе, где принимают участие. И большая благодарность им за это. Сухум с каждым годом растет и развивается, увеличивается количество жителей и транспорта. Качественная аналитика и своевременное финансирование – все, что необходимо, чтобы город оставался удобным и безопасным для его гостей и жителей. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.